Улучшенное качество изображения, увеличение пропускной способности и доза облучения в 10 раз меньше, чем обычный рентген. Всех плюсов сразу не перечислить. В ДРКБ теперь новый рентгеновский аппарат. Ранее здесь работали со старым оборудованием, переданным из ИРКБ. Новое же имеет высокие диагностические возможности, позволяет быстро и точно проводить исследования грудной и брюшной полости, конечностей. Медики уже оценили его по достоинству. Рентгеновское изображение мы получаем мгновенно, что очень важно при работе с маленькими детьми. Мгновенно, высокого качества. Это у нас экономит время как медицинских работников, улучшает качество диагностики. Дальше мы можем подвергнуть те изображения, которые сделали, подвергнуть компьютерной обработке, что также дает нам возможность увидеть и мельчайшие детали, и все остальное. Еще одно немаловажное достоинство у этого аппарата в том, что мы можем архивировать все наши изображения на сервере в электронном виде. А вот чего действительно очень не хватало детской больнице с момента открытия – это эндоскопическая стойка. И она новая и высококачественная, на радость медикам и пациентам, с недавних пор также появилась в ДРКБ. Теперь врачи могут проводить в стенах учреждения видеобронхоскопию, видеогастроскопию и полоноскопию, при этом также сохранять все изображения в архиве. До приобретения этого оборудования у нас был отдельно бронхоскоп и отдельно фиброгастроскоп. Мы также нуждались, много писали, и вот, наконец-то, в рамках ненормированного страхового запаса территориального фонда ОМС нам удалось приобрести эндоскопическую стойку. Значительно облегчило работу хирургов и ношу маленьких пациентов. Также новое оборудование, которым обзавелся и хирургический блок. Это современный электрооптический преобразователь для преобразования невидимого глазом изображения. Он позволяет получить различимую картину даже при очень низких уровнях освещенности. Когда нужно было бы, допустим, на такой перелом ставить и делать разрез 10 сантиметров 12-15 в некоторых случаях, большие разрезы, и ставить пластину с большим количеством шурупов. И это занимало более длительный временной промежуток оперативного вмешательства. Так сейчас, вот благодаря электрооптическому преобразователю, вот эти оперативные вмешательства, они возможны. Делаются в разы быстрее. Операции, которые ранее занимали от 40 минут, проводятся в 4 раза быстрее. Рентгенодиагностический аппарат установили в начале года. До его появления процедура съемки, проявки печати занимала драгоценное время хирургов. Сейчас же в течение нескольких минут изображение подается на дисплей аппарата. И все здесь, на месте, не покидая операционный блок. На такой ЦДГ визуализируется и в операционной, и мышечной, и абдоминальной форме можно делать любого органа, снимки в принципе. И они достаточно читабельны, и с ними можно работать. Здесь у этого аппарата еще какой плюс. Во-первых, у ЭОПа меньше радиационная нагрузка, что благотворно влияет на дальнейшие уровни излучения. В количестве 3 штук в детской больнице теперь и наркозно-дыхательные аппараты, которые практически дышат вместо пациента и без которых не обходится ни одна операция. До их поступления врачам немало пришлось потратить нервов. Старое оборудование было сильно изношено, периодически выходило из строя. По мнению медиков, новые аппараты надежны, просты в управлении и располагают широкими возможностями. 4 режима вентиляции, да, что обеспечивает высокую эффективность легочной вентиляции больного. Да. Здесь можно использовать широкий спектр дополнительного оборудования, да, то есть аппаратура, которая следит за гемодинамикой больного, спирометрия и газовый анализатор. Да, то есть при необходимости это оборудование можно приспособить под этот аппарат. Все специалисты при поставке новых аппаратов прошли обучение. Приобрели оборудование за счет мобильного страхового запаса территориального фонда ОМС в рамках программы софинансирования медорганизациям. На эти цели выделили 41 миллион рублей. А в 2020-м в рамках этой же программы приобрели 35 единиц оборудования для медучреждений региона на сумму более 80 миллионов. В этом году запланировано приобретение 46 единиц медицинского оборудования нашими медицинскими организациями. Из них уже закуплено и установлено и работает в различных медорганизациях 16 единиц медоборудования. Остальное количество когда вы планируете?
Остальное количество до конца года будет приобретено и установлено, и будет введено в эксплуатацию. Руководство ДРКБ заявляет, после приобретения и введения в эксплуатацию новых аппаратов в организации улучшилась диагностика, повысилось качество обслуживания пациентов, за счет чего время проведения оперативных вмешательств в разы уменьшилось. В стационаре могут размещать больше пациентов. Диана Дударова, Акромат Дасхоев, Новости 24.